2018 год для комитета выдался насыщенным, проделана большая работа по улучшению оказываемых услуг. Так, в 2018 году объем перевозок всеми видами транспорта составил 6753 человека. Помимо прочего, проделана большая работа по выполнению региональных и федеральных программ и поручений. В этом году отчетная коллегия проходит в новом формате. После реорганизации Комитет транспорта, энергетики, связи и информатизации Ингушетии получил больше полномочий. И, разумеется, соответствующий объем работы. Самый основной вопрос транспортный. Его в ведомстве держат на особом контроле. Я думаю, у нас в зале присутствуют как раз-таки представители тех служб, которые нам взаимодействуют. Это работа, которая нам велась не только с 2018 года, но и до этого. Это направление безопасности, которое с каждым годом только усиливается в правовом поле. Каждый год в этом направлении утверждаются новые нормативные требования и запросы по улучшению вот этого направления. Благодаря тесному взаимодействию, проводимой работе по взаимодействию с соответствующими службами, есть положительные динамики в направлении безопасности автомобильного направления, улучшается ситуация в направлении железнодорожного и авиационного направления. Транспортная безопасность всегда должна быть в приоритете, тем более если вопрос касается детей. Так, в начале года комитетом в тандеме с надзорными органами проведен рейд по безопасности эксплуатации школьных автобусов. Проверяли в частности цветные отражатели, огнетушители, запасные выходы, ремни безопасности и документацию. Улучшение качества оказываемых услуг напрямую зависит от эффективно разработанных государственных и региональных программ. В отчетном периоде 2018 года комитетом была подготовлена нормативно-правовая база. В Комэнергосвязи рассмотрены согласованно 70 проектов федеральных нормативных правовых актов. Кроме того, на региональном уровне разработаны и направлены на утверждение в правительстве Республики Ингушетия 32 проекта региональных нормативных правовых актов, в том числе 9 постановлений, 23 распоряжений главы правительства Республики Ингушетия. Также Комэнергосвязи подготовлены предложения при разработке 27 документов стратегического планирования как федерального, так и регионального значения. Говоря о воздушной гавани аэропортом Ингушетии, в 2018 году выполнено 862 авиарейса, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Количество перевезенных пассажиров составило 135 тысяч человек. Это говорит о качестве предоставляемых услуг и приемлемых ценах на билеты. Но на достигнутых успехах останавливаться не собираются. В этом году намечены планы по открытию дополнительных воздушных путей. Так, совсем скоро в Ингушетии будут налажены авиарейсы сразу в нескольких направлениях. Мы еще раз в этом году планируем запустить повторное направление по авиационному направлению. Это Питер мы хотим захватить, ряд межрегиональных сообщений. Это Краснодар, Севастополь, направление Ростова и Махачкалы. Если у нас получится достигнуть соглашения с авиакомпаниями, именно которые направлены, у которых деятельность на развитие региональной авиации, мы постараемся вот это направление захватить тоже. Ранее не было, да? Нет, вообще по СКФО развитие региональной авиации это на слабом уровне как бы развивается. Но сейчас есть, благо федеральной программы, есть нормативно-правовая база, которая вот это все поддерживает. И работу, соответственно, мы с конца 2018 года уже начали. На коллегии поднимают вопрос и о переходе на цифровое вещание. Второй этап подключения к цифре в стране начнется уже в апреле. В 16 населенных пунктах региона установлено специальное оборудование для обеспечения цифрового сигнала. Собравшиеся в зале отметили, что нужно проводить больше информационную работу. Очень важным вопросом в области связи это является переход на цифровое телевидение. По этому вопросу комитетом РПТЦ и другими республиканскими органами проделана большая работа в смысле информирования населения, подготовки к этому переходу. Большая работа здесь сделана, хотел бы это особо отметить, муниципальными органами, потому что они работают с людьми. И я надеюсь, что отключение аналогового телевидения и переход на цифровое телевидение в нашей республике пройдет без особых проблем. После основного отчета Комитета транспорта, энергетики, связи и информатизации Ингушетии за период 2018 года собравшиеся в зале приступили к обсуждению планов и задач на текущий 2019 год. Рина Сычоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.